Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 7 августа 2024 года, 16 часов 38 минут по Берлину, 17 часов 38 минут по городу Джахару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Так, сегодняшний наш стрим называется «Украина напала на Россию. Курск в панике». Давайте об этом и многом другом поговорим. Друзья, напоминаю вам, тем, кто находится в фашистской России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, не ставьте лайков, не пишите комментариев и так далее. Все остальные в усиленном режиме, пожалуйста. Также поступают сообщения, что замедляется интернет в России. И в связи с этим YouTube, точнее, замедляют целенаправленно, специально. И поэтому всем предлагаю, кто находится в фашистской России, снизить качество в YouTube, качество видео до 144. И в таком случае вам будет проще, я так думаю, проще будет смотреть. И давайте об этом и о многом другом поговорим. Приветствую всех. Just Matt. Витаю тебя, Just Matt. Так. Наш стримы я на время приостановил в связи с тем, что был очень занят, и да, и в принципе, чтобы немножко вы немножко от меня отдохнули. Но я так полагаю, вам было скучно без моей аналитики, без моих стримов, поэтому я решил вернуться, и не только потому, что вам скучно, если честно, а потому что я смотрю, какая вакханалия творится в информационном поле. Просто невероятно, что они тут творят. Абсолютно непрофессионально, неграмотно. Некоторые делают, некоторые достаточно грамотно пытаются это делать, но мы уже знаем, кто есть кто, и так далее, и так далее. Поэтому как-то так, друзья. Так, валейкум ассалам, Усман, машвойль. Валейкум салам, Питер Вольф, шавек машвойль. Не знаю, как у вас нас очень жарко. Очень жарко, да. Спаситель русских от евреев. Спасает он русских от евреев. По-моему, ты раньше был спаситель русских от самих себя. Теперь ты их от евреев спасаешь. Дело в том, что на России давно уже заведено такая вот привычка, и они даже сейчас об этом, даже в словах, ну, в обсуждениях, в своих дискуссиях ну, я имею в виду, запоребриковыми россиянами, русскими, у них такое представление, что вся их вина, все их преступления должны быть взвалены на других. И это такой отличный прием у тебя, спаситель русских от евреев. Вам нужно спасать русских не от евреев, русские, а вам нужно спасать от КГБ СССР. И не только русских, и украинцев, и чеченцев, и грузин, и всех остальных. Нужно спасать от КГБ СССР, а не от евреев. Кстати говоря, наверное, ты не в первый раз у меня на канале. Ты, наверное, в КГБ все евреи, говорит. Это не так.
Путина в окружении, кто говорит. Ладно, давай, антисемитизм, хоть ты у меня тут заслуженный, ты забанен. Хоть ты очень долго добивался, сперва спасая русских от русских с ником, а теперь ты уже добившись, лайки у тебя тут, все у тебя есть. Ну, как какие-то звездочки, как тебе в ТикТок присуждают за то, что ты там донатишь, там подарки даришь. А теперь ты изменил ник «Спасите русских от евреев» и начал чистую такую русскую пропаганду, КГБшную пропаганду. Поэтому я тебя забаню, потому что антисемитизм у меня здесь запрещен. И самое главное, мы на стороне справедливости, а справедливость говорит, что евреи такие же жертвы, как и чеченцы. Сейчас, правда, они себе место под солнцем немного выбили, но, как мы видим, они воюют и гибнут. Поэтому как-то так, друзья. И это такая привычка распространенная, заваливать с больной головы на здоровую, перекладывать все вот эти проблемы. Любите вы обвинить там всех, там, чеченцев, украинцев, американцев, евреев, всех-всех. Главное, что не вы виноваты. Не ваше ФСБ виновата, не ваше ГРУ виновата. Кстати говоря, очень интересно было посмотреть фильм, который называется «Воздействие». Смотрели, наверное, да, некоторые? 8,5 часов. Я мало, конечно, пересматриваю одни и те же фильмы или книги. Пару раз, может, в своей жизни перечитывал одну и ту же книгу. Но могу сказать, этот фильм, он 8,5 часов, документальный фильм. Бомбовый фильм, не совсем согласен, что там было сказано, но могу сказать, что фильм просто бомбовый. С именами, с системой я не согласен, что только лишь РПЦ и какой-то отдел в КГБ является главным вот этим злом. Главным злом он является, наверное, я в этом не буду с этим не буду спорить. А вот то, что он является не одним вот этим злом, вот в этом я нисколько не сомневаюсь. И об этом тоже я хотел бы поговорить. И вообще, я хотел бы этот фильм а, поэтапно, поминутно, по частям его разобрать. Это тоже, кстати, нужно будет сделать. Потому что, ну, просто после этого фильма, который сделан американцами, без сомнения, специальными людьми, которые в этом очень хорошо разбираются, без сомнения, после 11 сентября, после шутингов школьных, вот этих массовых расстрелов, после бостонского теракта, после ну, всех терактов, которые только возможны, после вот всего этого, что от КГБ и оставят камня на камне, мне не верится. Самая защищенная, самая главная часть любого общества, это являются их дети. Так вот, в этом фильме «Воздействие» прямо указывается на то, что за убийствами в школах стоит вот это антикультовое вот это движение, которое дислоцируется и в Германии, и во Франции, но главное, их штаб находится в России, в Москве, я так полагаю, может и не в Москве, потому что город там не был указан. Ну, очень интересно, друзья. Ваше сознание, ваша жизнь не будет прежней, друзья, после этого фильма. Опять же, я не совсем согласен. Может быть, там какие-то там хитрости нам всего выкладывать, конечно же, не будут. Люди, работавшие над этим фильмом, очень, я думаю, умные люди. Поэтому я думаю, нам не все рассказали, но мы должны критически, конечно, подходить к любой вот такой информации, которая укладывается. Но мне было трудно найти что-то особо критическое. Я только открывал каждый раз пошли шире глаза и говорил: ох ты, ничего ж себе! Вот так я смотрел этот фильм. Как-то так, друзья. Ну, давайте буду сейчас читать ваши комментарии.
У нас стрим идет в YouTube, друзья, я этого не сказал вначале, как обычно это говорю. С YouTube стрим идет, и в TikTok у нас идет стрим. Друзья, все, кто находится в фашистской России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, я попрошу вас не ставить лайки и не писать комментарии. Все остальные давайте, друзья. Так, давайте начнем с YouTube. ФСБ России смотрит ваш стрим. Ой, и ФСБ России, и ГРУ России, и там, ну, и все остальные бесполезные, абсолютно, как они называются, которые паразиты общества меня смотрят, я знаю, и конспектируют каждое мое слово, потому что против меня уже возбуждена куча уголовных дел и так далее, и так далее. Поэтому все нормально. Смотрите, вам тоже нужно иногда возвращаться в реальность. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Алаш. Почему, когда арабов ненавидят, это не называют антисемитом? Почему вы заходите, тролли, обычно дагестани, там разные там Ибрагимы там и так далее, и русские, и не русские, под разными никами вы заходите, и мне говорите про арабов. Какое отношение я имею к арабам? Я никакого отношения к ним не имею. Мой народ в заложниках. Моя страна оккупирована. Против нас совершено самые страшные преступления. 300 тысяч, 30% граждан нашей страны убито. Их преступники, их убийцы спокойно разъезжают по всему, там, по всей России, ездят воевать в Украину. О чем вы говорите? Какие арабы, какие весь мир? Вы зашли на канал, где разбираются чеченские темы, ну, и касательно фашистской России. Почему вы любите переводить? Ну, вы на задание, я понимаю. Поэтому я вас больше не буду, и так я вас особо не жалую. Поэтому я вас дальше не буду на вас обращать внимание, поэтому сильно не обижайтесь. Лучше валите с моего канала, будет еще лучше. Так, я заметил, Яшин, Карамурза, пиво, Алейкслам, American Free. Америка Free. И они хотят снизить санкции против жителей России просто, но они не хотят вернуть земли, которые захватили. Может, я ошибаюсь, мне так показалось в интервью. Да, ты не ошибаешься. Салам всем, Ливан, Камарджоба Генацвале. Салам всем, долой Российскую империю, Вива Ичкерия, Украина, Грузия. Амин, амин. Так, вітаю, слава Ичкерии, слава ЗСУ, Курск, це Украина. Курская Народная Республика должна войти в состав Украины. Им будет там лучше на самом деле. А знаете вообще, что произошло с Украиной? Очень долго против русскоязычного и не только русскоязычного населения Украины велась пропаганда, что в России хорошо, в России реально было получше, чем в Украине в финансовом плане. И таким вот образом людям фактически предложили лучшие пенсии, лучшие условия. Никакого патриотизма. Ну, были, конечно, отдельные представители, отрицать это тоже нельзя. Ну, в основном это был не патриотизм, а финансовая сторона вопроса. Теперь же мы все понимаем, что у России нет будущего, по крайней мере, экономически процветающего будущего у него нет, у нее нет. И в таком случае у Украины наоборот, все технологии, деньги после войны, восстановление, все это будет. Поэтому я думаю, всем тем, кто хотел за похлебку из золотой миски
перебраться в Украину, в Россию, то вам лучше перебраться сюда обратно, в Украину, и будьте с Украины. Она будет и богаче, и круче, и свободнее, и так далее, и так далее. Ну, я смотрю здесь, как обычно. Российскую промышленность ожидает полная деградация. Евгений Сатановский. Я не очень хорошо отношусь к этому товарищу Евгению Сатановскому. Есть такой один деятель. Но нужно признать одно. Нужно признать одно за этим товарищем. После того, как на день рождения Путина был совершен акт геноцида в отношении еврейского народа, у этого человека хватило мудрости, смелости точнее, выступить против этого и прямо об этом заявить. Я к нему негативно отношусь сразу же, чтобы это не изменит моего отношения к нему в целом, потому что он такой русский имперец. Но он оказался более мужественным и более порядочным человеком, и тогда он просто выразил вот этот момент, и, по-моему, его даже сняли с его там программы, что ли, он тогда программу вел. То, что вот он говорит по поводу российской промышленности, ожидает полная деградация, я думаю, ну, это уже не за горами. На Россию ждет полный коллапс. Вот такие вот дела. Ну, давайте будем обсуждать потихонечку. Я тоже, он не глупый. Да-да, Сатановский, он не глупый. Фамилия отвратительная, а так сам не глупый, конечно, парень. И мне понравилось, при всем при том, что он русский имперец, да, при всем, у меня к русскому империализму и особое отношение, нужно признать, что этот человек повел себя принципиально, скажем так. Может, там особо мужества не нужно было, но повел себя принципиально. Ну, давайте почитаем здесь, в ТикТоке почитаем ваши комментарии. Что вы думаете об обмене Красикова? Говорит. Ахак Нормал, что ли? Ну, что я могу сказать? Конечно же, это, ну, во-первых, по обмену Красикова нужно сказать, что я приветствую всех тех, кто был освобожден, граждан Германии, граждан Соединенных Штатов Америки. Они заслуживали свободу, эти люди были захвачены. Это журналисты, ну, разные там люди, которые есть
которые не убийцы, не шпионы и так далее, и так далее. И эти люди, конечно же, должны были оказаться дома. Они незаконно были захвачены в заложники фашистской Россией. Нам, чеченцам, эти методы их России очень хорошо известны. И когда был суд над Красиковым в Берлине, у меня состоялся диалог с одним из журналистов, и он был уверен, что нет, нет, не отдадим ни в коем случае. Мы знали, что его, я об этом не говорил, но я знал, что его, конечно, могут обменять. Была надежда, что Германия это какая-то особая страна, которая очень сильно соблюдает закон, право и так далее. Но, как мы полагаем, Байдену, демократам в Америке, видимо, нужно было провести, ну, поднять рейтинг свой, да, в борьбе против Трампа. И вот этот шаг был, на мой взгляд, также, я считаю, также, что Байден склонил или сделал предложение Шольцу, и Шольц согласился на это. Мы знаем, что в 2017 году двое крымских татар были обменены, известные, это заместители вот этого главного у них там крымских татар, двое заместителей, убийц, там люди, которые были обменены тогда на двух этих крымских татар, фамилию я сейчас не помню, я выкладывал у себя в разделе сообщества статью об этом. Тогда Турция передала убийц, там они подозревались в убийстве 7 чеченцев, редактора «Кавказ-центр», когда еще «Кавказ-центр» был «Кавказ-центром». И вот эти люди были переданы, два убийцы, один, по-моему, из них, ну, неважно, какой они национальности, но это российские киллеры, которые были переданы. Также был переданы убийцы Зелимхана, экс-президента Чеченской республики Ичкерия, Зелимхана Яндарбиева, где его сын получил тяжелое ранение, ему оторвало ногу. Еще там, по-моему, были погибшие и раненые. По-моему, охранник был еще погибший. Ну, вот такая вот ситуация произошла. И, конечно же, Украина передавала, например, тех, кто стрелял в Адама Асмаева и Амину Акуеву, Карнукаев, по-моему, я не помню сейчас точно, как-то его фамилия, Динго у него была, кличка, вы все, наверное, помните его. Его передавали. В принципе, здесь речь не о том, что чеченец или не чеченец за убитого чеченца отдали или нет. Это не так. Это не совсем так. Если бы там были бы другой национальности, произошло бы, я думаю, то же самое. Дело в том, что сама правовая система, система справедливости, она нарушается вот передачей такого преступника, такого террориста, ну, откровенно просто передают тут. Потом мы знаем, что, например, за одного еврейского солдата, не помню сейчас его фамилию, отдали, по-моему, 1000 разных террористов, других задержанных, которые были у Израиля. Ну, может 100, может 1000, я не помню эту цифру, я помню, большая цифра тогда была за одного солдата, который просидел там 8 месяцев, или я не знаю сколько, долго просидел в плену, в заложниках или в плену, так как он был военным. И, ну, мы видим, что это не спасло ни Израиль от нападения, ни после, ни сейчас, 7 октября 23 года, ни до 7 октября 23 года. Этот случай был давно, я просто сейчас всех деталей не помню. Я имею в виду, что за террористов, ну, отдают террористов за своих людей. Такое бывает. Особенно, когда это касается политики. Это не имеет отношения ни к справедливости, ни к правовой стороне вопроса. Это когда политикам нужно сделать себе рейтинг,
особенно перед выборами, они готовы на все. Поэтому политики – это такая вот особая порода людей. Поэтому дело в том, что убийца Красиков, террорист Красиков и еще 8, и еще 7 вместе с ним переданных русских шпионов там и разных там бандитов, они были обменены, вот несправедливость, вопиющая несправедливость, были обменены на гражданских фактически лиц, на мирные профессии, скажем так, журналисты, там разные там всякие есть, были люди. Но это дает, и сейчас, знаете, самое, что я заметил, я просто наблюдал, сидел, не стал делать видео, у нас президиум правительства в лице Аяда Идигова и Аллы Дудаевой сделали, ну, всего нашего президиума было сделано обращение по этому поводу, я выкладывал это обращение. Ну, я с ним полностью согласен, абсолютно, и поддерживаю само это обращение. Очень грамотно, очень качественно составлено. 8, ну там, по-моему, 7 о 7 говорится в этом заявлении, по-моему, там 8, потому что одна россиянка, она оказалась гражданкой США и супругой директора «Настоящего времени», канала «Настоящее времени». Она просто поехала там навестить кого-то там, по-моему, в больницу, и ее задержали просто так. Ну, по-русски чисто. Я не знаю, почему вот эти разных там, тут, которые находятся, разные КГБшные, ФСБшные террористы, почему их не задерживают, отдают террористов на обычных людей. Но сам факт передачи, обмена этих людей, и на что я обратил внимание, когда был суд над террористом Красиковым, я постоянно проводил стримы, призывал всех прийти. Я с Гамбурга ездил в Берлин, и не один ездил, с делегацией мы туда все собирались, ездили. И я всех призывал кого-нибудь выйти, прийти на митинг, поддержать нас в этом деле. Никто не уходил, не поддерживал. Ну, там, за исключением отдельных людей. Сейчас же все начали там писать, расписывать, как это так, передали там и так далее. Причем это делают те, которые все время молчали. И я прихожу к выводу, что это делается для того, чтобы привлечь внимание. Вот Красиков бич. Беззубый старый киллер, психически абсолютно нездоровый бич просто самый настоящий. И из него какой-то там делать, что вот там, нам нужно это показать, что Путин спасает там и так далее. И что еще? Я тут сейчас сумбурно говорю просто. Я не готовился на самом деле к этой теме, просто все, что в голову приходит, сейчас выдаю. Еще очень важно было обратить внимание на то, что передали вот этих террористов и лично Красикова 1 августа. А мы знаем, что 2 августа это день ВДВ. Когда я был на суде, я могу ошибаться, по-моему, от украинской стороны была получена информация, что Красиков является кадровым военным. Об этом немецкие службы доложили суду. И я еще переспрашивал, у меня проблемы с немецким были, мне переводили, и некоторые вещи я не понимаю. Я переспрашивал переводчика, говорил, точно это военный он? Да, военный, да, военный. Потом туда пришел Христо Грозев, и Христо Грозев однозначно, и он был допрошен там, с охраной, там охраняют Христо Грозева, просто смотрю и просто диву даюсь, как они используют местных, да, короче говоря, очень интересно. И потом суд пришел к решению, что все-таки Красиков это ФСБ. Может, это звучит более мощно, что вот ФСБшник задержан. Но я четко слышал, и после суда я выходил и делал видео, где я говорил, что они говорят, он ФСБшник, но вот немецкие службы сообщили, что он военный, ГРУшник. И его передают на день ВДВ
на 1 августа, ко 2 августа его передают России. Потом Путин приходит, встречает его, красная дорожка. Ну, это нам всем показать, что своих убийц не оставляет. И это, конечно же, сигнал для новых убийств. Для новых убийств. Поэтому, конечно, для меня лично это касается, потому что вот эти разные Красиковы геройствовать захотят дальше. Красиков сейчас будет в почете, хотя это абсолютно лузер, абсолютно даже все было подготовлено к убийству. Самокат, велосипед, оружие, парик. Ну, все было. Жертва Зелимхан Хангашвили был выманен, без сомнения, выманен. Красиков знал, по какой дороге он идет. Там быстро подъехал, произвел 2-3 выстрела в спину, как положено русскому террористу. И упал, да, видимо, спешил, волновался, свалился с велосипеда. Потом убежал, бросил велосипед в воду. Потом искал самокат, перепутал двор, где ему его оставили. Короче говоря, обычный лузер, который был Красиков. И таких много у фашистской России киллеров. И здесь сидят, и теперь у них чуть-чуть появилось желание, ну, Красикова же освободили. Но дело не в самом Красикове, что он никто, звать его никак. Это просто топор. Это, ну, ничто это, да. Дело в том, что Россия была признана междуевропейским немецким судом страной-террористом. Террорист был задержан. Как мы знаем, ведь после убийства Зелимхана Хангашвили не прошло большого срока времени, и главарь отдела по убийствам Кирилл Жало, да, Кирилл Жало, был убит, выброшен с окна посольства Бандпритона, так называемого посольства России в Германии, в Берлине. Это сын того, кто занимался организациями убийства, в том числе Зелимхана Хангашвили. Поэтому в плюсе русские не были, если сравнивать нашу сторону и русскую сторону. Но показать, что Путин своих не бросает, там вот эти свои дешевые какие-то трюки, которые Путин делает, они, конечно же, имеют место быть, вот эти дешевые трюки, которые они показывают. Поэтому ничего такого экстраординарного, такого неожиданного, скажем так. Да, это неприятно, это не должно было случиться, но мы должны были вытащить людей, которые находятся в заложниках. Мы должны были, ну и как бы, я, например, это знал, что это может произойти, потому что первое требование мы проводили, если вы помните, это большая эпопея этому была, когда убили Зелимхана Хангашвили. Мы 3 недели, немецкая власть не могла определить, это террористический акт или это бытовое убийство. И 3 недели, по-моему, если не ошибаюсь, был в подвешенном состоянии, находилось, это было просто уже смешно. Либо, или если это государственное преступление, заказанное российским правительством, преступление и носит террористический характер, то этим должна заниматься Генеральная прокуратура. Если же это бытовое убийство, как говорил Путин, нам постоянно рассказывал о том, что это разборки, бандитские разборки, там 3-10. Или этим должна была заниматься Берлинская прокуратура. Мы провели тогда митинг. Есть такой агент российской разведки Тумсу Абдурахманов, который тогда пытался предотвратить нашу эту встречу, митинг перед прокуратурой. Мы провели тогда митинг перед прокуратурой в Берлине. Тогда они устроили провокацию. Им не удалось предотвратить. Но они сделали все возможное, чтобы мы не смогли провести. И вот после того, как мы провели митинг перед прокуратурой, написали
обращение в прокуратуру. И одно из требований, наравне с теми другими требованиями, было то, чтобы не отдавать русского террориста Москву, не передавать в Москву. Потому что у нас был печальный опыт, мы знали, что обычно передают. Дело в том, что, знаете, какая ситуация? Русские не убивают американцев и немцев. Американцы не убивают русских, и немцы не убивают русских. Убивают чеченцев. И вот в этот момент, ну, как бы, знаете, как бы такие белые люди между собой разбираются, а вот тот, кто реально борется против вот этой фашистской России, его отдают на откуп. Вот это впечатление осталось, если честно. И оно дальше будет. И я призываю, пожалуйста, если это произойдет, моего убийцу ни в коем случае не передавайте. Ни в коем случае. Я категорически отказываюсь передавать убийцу. Хотя, опять же, это мое желание. Да? А так решать, конечно, нужно по обстановке. И вытаскивать людей, опять же, нужно. Опять же, нужно. Даже я понимаю, что вот мы боремся, русские не нападают и не убивают там какого-то другого, если он не является, там, например, предателем откровенным, как, например, Литвиненко. Он был ФСБшником, дослужился до подполковника, до полковника, а потом перешел, хотя у него были все основания и так далее, ему сказали людей убивать, ну, вот он перешел, да, его можно рассчитывать, расценивать как вот, он же знал, что такое ФСБ. И Литвиненко знал, что в Чечне они творили, как они там людей, 3-10 убивали. Ну, вот, передают, обменивают. Ну, вот такая вот ситуация. Поэтому, ну, давайте, я много сейчас говорю, давайте почитаю ваши комментарии и продолжим эту тему. Фейкин с кислым лицом сообщил в эфире, что этих так называемых оппозиционеров обменяли на чеченского сепаратиста. Вот их настоящее лицо. ПТ, конечно, Фейкин, мы знаем, кто такой Фейкин, даже не нужно обсуждать. Это спасибо Украине, которая вот этих всех Невзоровых, Фейкиных, всех Пономаревых и так далее пригрела на своей груди. Дело в том, что обмен Красикова и русских террористов и шпионов произошел не на русских оппозиционеров, так называемых. Они переданы в дар. 4, по-моему, 3 американцев или 4 американцев и 4 немцев находятся. И 8 террористов, шпионов и убийц с российской стороны. Вот обмен происходит. 8 на 8. Все остальные вот эти разные там, которые хотят вернуться обратно в Россию из тюрьмы. Понятно, что он не из тюрьмы вышел российской. Если он говорит, что мне надо вернуться, мне надо вернуться. Единственное, Карамурза мне показался искренним таким полезным идиотом, потому что, ну, он было видно, что человек реально пережил стресс, получил реальный 25-летний срок и так далее. А Пивоваров и вот этот Прищ, это все, конечно, смешно было за этим наблюдать. И ситуация, они переданы в дар, они подарены, они внедрены сюда, дальше продолжают. Потому что ни американцам, ни, по-моему, Джо Байден сказал про Карамурзу в сторону мы отодвинем тогда, хотя его отец и сам вот этот Владимир никогда за чеченский вопрос не говорили, хотя был геноцид, они, как россияне, русские, обязаны просто были на это реагировать, но они были пособниками вот этого режима в отношении чеченского вопроса. Но в этом случае о нем Байден сказал,
Шольц сказал про своих немецких граждан, не Байден, не Шольц не сказали ни про каких там вот этих пивоваровых там и всех остальных россиян. Вообще речи не было. Они довесок так, для кучи, так сказать, переданы эти товарищи. И они ровным счетом, ну, мы все понимаем, все здесь на Западе, все, кто представляет, что такое российская вот эта политическая система, мы все прекрасно понимаем, что эти люди являются а, системными товарищами, и вся речь их, которая была, и, видимо, случаи, не требующих отлагательств, начали в срочном порядке просить снять санкции с россиян там, и так далее. Видимо, с санкциями все не так уж безоблачно, как русские хотели бы нам это все представить. Ну, вот такая вот ситуация. Много чего еще. У меня было много времени подумать над этой ситуацией. Много чего можно еще говорить на эту тему. Но обмен вот этими заложниками и террористами связан с тем, заложников на террористов, связан с тем еще с тем, что я так полагаю, что будет эскалация ситуации, и своих людей нужно вытаскивать, особенно если будет там ядерная война, эскалация, то их нужно было просто вытаскивать. Как-то так, да. Ну, давайте почитаю ваши комментарии. Я смотрю, вы тут настрочили. Слава воинам Украины, Ичкерии. Эмин, нац, эмин. Гамарджоба Батона Аслан, Сакартвело. Гагимарджос, Тамас. Гагимарджос, Генацвале. Карфакен, ассаламу алейкум. Асан, да, это бой надолго не пропадет. Я переживаю. Карфакен. Асам пропасть дур, сон кузвар. Сун оцена докца йитса, да. Со вейн док йитса, сейн док йитса, да. Что вей метаться должен, сархал, да. Мелчо важный момент, юхайшон. Мелчо инскалилештег. Просто, ну, по крайней мере, то, что видно, откровенно просто шедега хитреcht бошь. Так, вейц худинян чабел больше цадевать. Отсюда уже кьяттаса. Вей использовать да хожу шевега. Вей интерес. Вей веш отстаивать сейч. Вей шевег метахцевать. Шваш вей дуй гойч цахилш так вей улкш. Дикхирдат так. Дадуц целыми днями стрим шо улкш мадуйкус. Все равно стрим шо ё просмотр ю поддержка ю моральная поддержка. Буш цавой гырча да иттен ца каюкште гоквайн да шавига ца инта тиш вацок ситуация сун хахитара хитер карч дулделчам тахкам хидерер ишта иштом дуцундел тажим садаич ворксо шуга сагат deutsch садаич лец айса жим сагат деш садаш штум деш вор. Так что совол шушон тулам бакка схирол шушон дён. Так, друзья, ассаламу алейкум, всем привет, участникам беседы, алейкум салам, всех приветствую. Друзья, я просто еще и сегодня не готов был
стрим давно не было, да, я в следующий раз получше подготовлюсь, все сделаем, да. Завтра я на чеченском проведу, наверное, стрим, или послезавтра, посмотрим. Ну и жара, конечно, жара меня просто убивает. Да. Здорово, здорово, здорово. Вы кто по гороскопу, Вова, кудается? Я? Я волк. Этот, помните, ты что, вегетарианец, что ли? Нет, я чеченец, да. Привет с Израиля, шалом, Израиль, шалом. Вы кто, политик, аналитик? Рахима меня спрашивает. А с какой целью интересуетесь? Вообще-то я правозащитник. Яшин, по словам Стамахина, стучал на него. Интересно, почему западные спецслужбы так слепы, когда дело доходит до России? Кара-Мурза, враг Путина, оказался обычным русским имперцем. Да, Кара-Мурза русский имперец, без базару. Абсолютно 100% он имперец. И по чеченскому вопросу это очевидно, ясно. А эти, ну, по крайней мере, Кара-Мурза, на мой взгляд, не является марионеткой российских спецслужб. Это мне кажется. Хотя тут уже никому уже тут веры уже не осталось, да? Остальные действуют по заданию, мне кажется. Интересно, я же нигде не жмет, но постоянно выступал против чеченцев. А он именно поэтому же сказал, Яшин этот, он же поэтому и сказал. Он сказал, что меня не нужно было обменивать, я был против обмена. Это чтобы потом ему не сказали, тебя же, сука, на чеченца поменяли. Чтобы этого не сказать, вот он начал сразу же заявлять об этом. Ну и таким образом он себя выявил просто. Понимаете? Этот человек, ну кто из концлагеря, из ада, вышедший будет говорить, верните меня обратно, я такой весь крутой, делая вид, что он хочет плакать там, и так далее, и так далее. Ну, вообще, слабый, конечно, актер, слабый, не понравился мне, да. Ни в чем Яшин вообще не специалист, да, обычный, ну, обычный стукачок просто. Ну, видимо, вот заканчиваются кадры у России, нету нормальных кадров. Так. Если Украина получит F-16, уже получила, обнаруживает противника на расстоянии 300 километров, а русские истребители 70 километров. Это будет хорошо. Уже получила Ливан, и уже есть, по-моему, результаты. Уже есть результаты. И это только начало. Здесь вся эта система потихоньку разворачивается. Проблема, на мой взгляд, я, конечно же, инсайда от Пентагона, ЦРУ не имею, но, на мой взгляд, все это дело, то, что задерживаются поставки, задерживаются там деньги, там финансирование, поддержка Украине. Это, ну, нужно, конечно, время, чтобы подготовить. А во-вторых, знаете, в Украине очень много агентуры. До сих пор действующая агентура. Просто я по себе это просто могу ощущать, потому что я с первых дней, даже когда эта агентура еще была за Россию, я с первых дней войны против Украины выступаю за Украину. И все, кто в теме, меня знают, что я этим занимаюсь там и так далее, и так далее. Но против меня ведется такая работа в Украине. Представьте, что я там чуть ли не враг Украины там, и так далее, и так далее. Распускаются разные слухи. И в Украине еще с советских времен мы знаем, что КГБ СССР состоял 40% из украинцев.
И именно Беларусь, Украина и Россия — это те страны, которые развалили Советский Союз, управляли этим Советским Союзом там, и так далее, и так далее. И это большая беда, беда от коллаборантов, украинцев, которые, забыв миллионы жертв своего народа, служили вот этой системе КГБ. И передать сейчас все оружие, вооружение, деньги, все украинцам, а они быстренько перейдут на сторону русских. Это никого не устраивает, это никому не нужно. Потом коррупция. Вот эти вещи все накладывают одно на другое, и у нас все это затягивается. Все потихонечку. И плюс, знаете, Запад не спешит эскалировать ситуацию. Запад хочет, чтобы эта война не вышла за рамки Украины, чтобы в Европе не начали падать бомбы, и так далее, и так далее. В любом случае, как бы это ни звучало там цинично, в любом случае украинцам пришлось бы драться за свою землю, за свою свободу. В любом случае, помогали бы там кто-то, не помогал бы кто-то. Если это государство, если это нация, а это государство и это нация, и мы это увидели, они в любом случае должны были драться. Поэтому нужно вычищать внутри своей страны вот эту пятую колонну, работающую на КГБ СССР. Ну и, конечно же, самое то, еще второе место — это бич, это коррупция. Вот это все нужно вычищать, и, и самолеты, и все было намного раньше. Поэтому, когда хотят винить там Запад, Америку, тоже нужно и подстегивать нужно, и где-то нужно там упрекать, но в первую очередь нужно смотреть на себя, что я, в чем моя причина. А вдруг они просто пошлют нас всех нафиг, а они могут, если в конце концов просто свою Европу закроют, Евросоюз, границы, и скажут: конечно, сейчас не скажут, потому что Украина все делает правильно, Украина искренне, честно борется, но при, при любом положении Украина может должна понимать, что без нее Запад не пропадет. А вот без Запада Украина может пропасть. Вот что произошло с чеченцами, с нами произошло. Вы можете наблюдать просто. А украинцы выстоят, и все будет, да, мула, все будет отлично. Так. Украина допомагала Ичкерии и Грузии, коли рашисты приходили с войной. Дмитрий Коваль. Ну, да, помощь была, это ее отрицать нельзя. 13 бойцов украинских у нас было. Были, кто поддерживал информационно, лечили у нас наших бойцов. Ну, конечно, было и в десятикратном размере, и хуже была обратная ситуация. Поэтому, большому сожалению, та политика, которую вели тогда в Украине, те политики, которые отдали атомное оружие, которые не помогали чеченцам, как государство в целом, не отдельные там украинские интеллектуалы, патриоты, которые понимали, что после чеченцев будут они следующими. Большому вот сожалению, привели, вот недальновидная политика привели к тому, к чему привели. И вот сейчас в Украине полномасштабная война, уже десятки тысяч, сотни тысяч уже убитых, раненых и так далее. И этого пока не видно конца. К большому сожалению, да. Но легких путей не ищем, да, если ты обо мне. Ой, сколько вы тут настрочили.
Згоден с вами, Асан, Дмитро. Дякую. 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 Ну, что бы ни было, Дмитро, мы должны разобраться. Вот, кстати говоря, вот этот фильм «Воздействие», вообще вы его не смотрели, да, наверное? Многие его не смотрели. Уже, правда, больше 300 тысяч просмотров там. Ну, его просто нужно, я не знаю, надо разобраться в этом фильме. Система следующая. В КГБ есть, в РПЦ, да, это КГБ, есть такой отдел, он называется антикультизм. Они борются с сектантами и с культами разными. Ну, я вкратце просто, как я это понял, вам расскажу. И этот отдел, он имеет корни от нацизма, вот Вторая мировая война, нацизм. Те люди, которые приводили Гитлера к власти, вот их технологии, их методика на воздействие подсознания человека. И вкратце, если рассказать, чем они занимаются, они расшатывают веру граждан страны не просто во власть свою, персонально, там, например, там, Буша или там Байдена или там кого-то другого. Они расшатывают веру в саму систему, демократическую систему. Понимаете? Их тираническая, их авторитарная система, российская, советская, русская, имперская вот эта авторитарная система, она используется как антипод, и демократия должна быть разрушена. Причем она разрушена должна быть, а разрушить ее у русских, у самих там душка не хватает, самим открыто идти на нее. А вот из-под тишка, чтобы это делалось нашими руками, то есть гражданами этих стран, это другой разговор. И как это делает, задумайтесь, ваш мозг просто будет взорван после этого фильма. Вы просто будете очень удивлены. Дело в том, что есть вот этот антикультовый, антисектантский какое-то движение, отдел, он и разбросан по всему миру. В Германии, во Франции, в Китае очень много вот этих представителей вот этого антикультизма, как они называют в этом фильме, они так их обозначают, антикультизмом. И с одной стороны, какие-нибудь там секты, какие-нибудь там радикальные группы, они реально представляют для общества угрозу. Но если они реально представляют угрозу, то нужно самим найти доказательства, привлечь там правоохранительные органы, посмотреть, какую статью Уголовного кодекса они нарушают, и вот таким вот образом с ними заниматься. Но они это делают не так. Они не борются с ними в плане, что вот нужно выявить их преступления, если они там насилуют детей там, или там устраивают какие-нибудь там жертвоприношения, там разные секты и культы, что реально представляет угрозу, да, то мы должны найти доказательства, разобраться там и так далее, и так далее. Но они, вот эта система КГБ, антикультистская система, она действует не так. Ее задача нас натравить на эту секту и на этот культ. Это может быть там 100 человек, какая-нибудь там секта, которая, ну, мы никогда в жизни про нее не узнаем. Она никакая там не убийца, эта секта, она никого там не собирается вырезать там и представлять нам угрозу. Но потихонечку вот эта секта начинает входить в нашу жизнь. Мы начинаем о ней узнавать. И таким вот образом сперва расчеловечивается вот эта секта, вот эта группа лиц, которые абсолютно мы никогда бы не узнали про них. Представьте, 100 человек на 300 миллионов Америку. Вот у них такой случай там был в Америке. Против Америки был произведен теракт. И что произошло, вот я рассказываю. Была группа, был какой-то там
мессия, который считал себя лидером этой группы, что вот он их проповедник был там и такой-сякой. Ну, как это у них называется, ну, там, чтобы было понятно, какой-нибудь устаз, да, или там учитель их это был. И эта группа, сперва она расчеловечивается, что они не такие, как мы, что у них многоженство, там они детей там эксплуатируют, там третье, десятое. Затем эта группа представляется угрозой уже. Сперва они просто не такие, как мы. Затем это как угроза, что они могут нападать, убивать нас, там могут наших там женщин, детей похищать, свою секту, там третье, десятое. А сама эта секта, она даже не догадывается, что о ней уже вот такие слухи распускаются. И потом все эта секта доводится до состояния, общество доводится до состояния, секта, она боится этого общества, общество боится этой секты, а эта секта для общества не представляет вообще никакой угрозы, как в физическом плане. И в конце концов все правоохранительные спецслужбы, правоохранительные органы, все направляются на эту секту, и от этой секты не остается ничего. Этих людей уничтожают просто. Так произошло в Соединенных Штатах Америки, где-то 80-е, по-моему, годы это было, или, по-моему, где-то так. Могу ошибаться, может, 90-е годы это было. И в итоге это здание окружается, где поселилась эта секта, и они все уничтожаются. Прямо сжигают, они те отстреливаются, их всех сжигают. Короче, около 75 человек погибшими, по-моему, 20 детей среди них погибших, вот из этой секты. И потом, ну что случилось? Ну, убили 100 человек, да, грубо говоря, 75-100 человек убили. Ужасно, трагедия большая. Но это секта, это плохие. А потом вы понимаете, что эта секта не представляла угрозу. Что они никого убивать не собирались. Ну, жили они все, сколько сект в Америке, там мормоны есть, там ну, полно есть, ну это религиозное течение мормоны, ну есть полно сект разных течений, которые никому никакого вреда не наносят. Живут себе там как-то, как видят они там, может они религиозники, может они помешаны на других каких-нибудь своих там увлечениях, но они угрозу для общества не представляют. А их всех уничтожили. Вместе с детьми сожгли, вот все, ужас просто, что сотворили. И возникает ситуация у обычных людей, которые взаимодействовали с этими людьми, что они не были угрозой, что они никого не собирались убивать. И у вас возникает мысль, значит, это моя власть уничтожила невинных людей, которые не представляли угрозу. Причем в Конституции США написано, что каждый человек имеет право исповедовать как хочет любую религию. А тут их объявляют и потом понимают, что у этих людей, кроме законного оружия на своей территории, другого оружия не было. Терактов они не проводили, женщин, детей не похищали. Да, кого-то, может быть, могли заманить своей вот этой пропагандой, там, своей риторикой в свои сети. И там много мошенников в разных сектах бывает, мы это тоже знаем, которые могут у вас там денег попросить, там, квартиру продать, там, чтобы быть вместе, там, 3-10. Но убийствами занимаются, если они преступления, мошенничество или какие-то преступления совершают, их нужно сажать, нужно привлекать. А не так, что сделать из них зло, исчадие ада, а потом их всех уничтожить. И у людей складывается мнение, что их власть является вражеской, что это власть не их. И рушится не конкретное лицо какое-то, вам не нравится, президент, это там какой-нибудь там сенатор. Рушится вся система ценностей, и ты не знаешь, кому верить. Понимаете? И это называется пазловое кодирование. Раз тебе заложили пазл, все, ты своей власти верить не можешь. Ты знал, что эти сектанты были безобидны.
Они вежливые были, здоровались. Обычно верующие люди, кто искренне верит, они бывают безобидными людьми. Они на самом деле бывают добрыми людьми. Любой религии, любой там течение вы возьмите, потому что он верит в Бога. А Бог говорит делать добро всем людям. И вот это пазловое кодирование происходит на протяжении долгого времени, когда внутри страны назревает ситуация для гражданской войны. И задача России в этом фильме прямо говорится: развал Соединенных Штатов, гражданская война в Соединенных Штатах и в Европе. То есть вера, доверие к своему государству, своей вот этой государственной системе, форме правления подвергается сомнению. И они говорят, что если бы вот все это дальше продолжалось бы, мы об этом не узнали бы, то произошло бы то, что в США произошла бы гражданская война, в Европе произошла бы гражданская война. И вот когда будет управляемый, не управляемый, точнее, а новый мировой хаос, не новый мировой порядок, а новый мировой хаос, беспорядок, новый мировой беспорядок. И в это время авторитарные режимы вроде Ирана, России, Китая, Северной Кореи, эти режимы укрепляются и говорят: ну смотрите, у них гражданская война, а у нас здесь тишь да благодать, потому что у нас один царь, один порядок. А что такое демократия? Демократия – это бардак, это хаос, это и так далее. И вот таким вот образом они добиваются. Это только вот один случай, про который я вам расскажу, теракт делать. Это нужно смотреть этот фильм, я вам всего сейчас не расскажу. Что происходит в школьные шутеры, да, школьные стрелки, массовые убийства. Говорит, за последние 30 лет, обратите внимание, 30 лет назад русские напали первый раз на Чеченскую республику. Их имперская вот эта война началась агрессией против Чеченской республики Ичкерия. Последние 30 лет в Америке возросло там на 100%, по-моему, на 200%, 150-200% возросло школьная стрельба, убийство детей. И мне вспоминается случай с убийством Самуэля Пати, французского учителя, чеченским молодым человеком, 17-18-летним парнем Абдаллахом Анзоровым, который точно так же, как рассказывают в этом фильме, подвергся обработке и был отправлен на убийство этого учителя. И мы видели, как все российские чиновники просто днем и ночью нам трубили, рассказывали: они оскорбили вашего пророка, они там что-то сделали. Причем никто не про оскорбление пророков нигде я не читал, не видел. А внутри российские вот эти чиновники нам рассказывали, что нам нужно отомстить за пророка, что-то сделать. И этот парень пошел, убил учителя, затем сам был убит. И все, и на этом история закончилась. Но фактически и этот Абдаллах Анзоров, и Самуэль Пати оба стали жертвами российских спецслужб, российская провокация. И подробно все об этом рассказывается вот в этом фильме «Воздействие». Рассказывается подробно о том, как в Америке в школах это делается. Я вкратце сейчас вам расскажу, как это они делают. Дело в том, что берется школа, берется район, город, район, школа, в которой должно произойти массовое убийство. Одним студентом, одним школьником, других всех детей. И начинается обработка вот этой школы, всех детей, всеми возможными, доступными им. Основная система работы по вербовке, по вот этой всей дестабилизации, это работа журналистов. Не просто журналистов, а нейролингвистических программистов. Они не просто используют какие-то темы, они используют определенные фразы, определенные слова.
И одновременно со всех сторон на эту школу начинает оказываться давление. От самых безобидных вещей до самых таких одиозных. Одновременно с этим школьная стрельба, все это было в истории Америки, было в других странах, это было, где есть доступ к оружию. Обиженный какой-нибудь ученик мог пойти там и убить там кого-нибудь из своего класса и так далее, и так далее. Это было. Но это никогда не становилось таким общественным достоянием такой общественности, и никогда эти люди не были героями. В основном вот так все заканчивалось. Но последние 30 лет, говорится в этом фильме, что резкий всплеск произошел. И идет популяризация вот этих киллеров, вот этих школьных стрелков, их начинают популяризировать. Им начинают показывать. И вот вся атака информационная идет на детей в этой школе. И некоторые начинают на это вестись. И вот такое пазловое кодирование это у них называют. Они все не рассказывают, все некоторые вещи приходится самому додумывать, хотя очень длинные, даже можно сказать немножко такой слишком разжевывают они какие-то вещи, но некоторые вещи они не раскрывают до конца. И приходится самому как-то додумывать некоторые вещи, потому что, в принципе, то, что я подозревал о том, что я говорил, они там об этом в этом фильме практически один в один все говорят, просто они это все делают профессионально и с фактами, приводя конкретные там детали, вещи, которые происходят. 11 сентября то же самое, они говорят, за этим тоже стоят. То, что, ну вот все просто там, это просто нужно смотреть. Короче говоря, подготавливается этот ребенок, этот человек, убийца в этой школе, и от года до 3 происходит работа над этой школой, и в этой школе происходит стрельба. Спусковым механизмом, причем они не хвалят предыдущие террористические акты, убийства этих детей, но они, даже ругая стрелка, вот этого убийцу, все равно как-то его пытаются преподнести героем. Все равно, что вот он был, ну там, какие-то фразы специальные используются. Это очень сложная такая тонкая работа, которую они делают. И в конце концов происходит вот этот акт убийства, и спусковым механизмом может послужить любое. Например, в эту школу или в этот институт приезжает представитель вот этой вот этой КГБшной системы, который ведет доклад с ними. И у всех стрелков, которые были замечены, которые жертвовали своей жизнью, они из разных социальных групп, они из разных этнических, культурных групп, но у всех у них одна общая закономерность. Они все хотят славы. Они все хотят о том, чтобы о них говорили, чтобы сказали, какой он был там великий, достиг он там каких-то там успехов и так далее, и так далее. И вот этот человек, который готов пожертвовать собой для того, чтобы оставить о себе такой след, они действуют на вот, как это называется, на его самолюбие, что вот на его эго, что вот он должен продемонстрировать. И буквально там за месяц, за 2 до, ну, условно, как пример они приводят, приходит в эту школу преподаватель какой-то, который рассказывает о том, что один какой-то профессор всю жизнь там учился, там работал и не добился, а вот какой-то там нобелевский лауреат где-то у кого-то там что-то как-то скоммуниздил или еще что-то сделал, и в итоге он стал известным, и он дает на подсознание именно тем лицам, которые хотят прославиться, дает им объяснение, что смотрите, вот так легко можно сказать. Причем он не говорит про расстрел школы, там, про другие вещи, он вообще это не упоминает. Он просто рассказывает, что можно стать быстро известным,
а можно очень всю жизнь, 70 лет проработать, отдать науке себя и ничего не добиться. И через 3-4 месяца после того, как этот лектор ушел, происходит теракт. Все забывают про этого лектора, ему предъявить ничего нельзя, потому что он, в принципе, ни про шутинг, ни про расстрелы в школе, ничего он этого не говорил. Но в итоге произошло то, что в школе произошло убийство, массовое убийство детей. И вот эти вещи говорят о том, что работа против КГБ ведется не просто там поверхностно, она ведется очень глубинно, и не только против КГБ, как структуры, которая находится в самой фашистской России, хотя по этому фильму есть предположение, что КГБ не все плохое, не все плохое, что и Путин, возможно, является, вот, находится в руках вот этой системы, они прямо не говорят в этом фильме, но в другом фильме говорят, что, возможно, и Путин сам находится в этой системе, и он тоже как бы, его ведут, как и Гитлера, ведут на то, чтобы в итоге он потерпел поражение. Понимаете? Не говорится, кто стоит вот за этим антикультовым движением, ну там фамилии непосредственно возглавляющие антикультовое движение, там Дворкин, там еще там есть там фамилии называются в Америке, то, что есть представители этих людей, их фамилии, все называется. А вот непосредственно кто стоит, мне вот интересно, Патрушев ли это? И что и Путин как бы не причастен, может быть не причастен, но, конечно, я в это не верю, но опять же это может быть какие-то свои, какие-то там далеко идущие свои какие-нибудь там планы. Ну, короче говоря, очень интересно. Я сегодня очень уставший, точнее, может быть, я немного сумбурно вам рассказываю, но я и собираюсь вам этот фильм как следует разъяснить. И у меня есть видео в YouTube. Первой главы есть про этот школьный шутинг, тоже я кусок вырезал, поместил у себя в YouTube. Вы можете посмотреть фильм, называется «Воздействие». Под этим видео я вам оставлю ссылку на этот фильм в YouTube-канале, я вам оставлю, вы можете посмотреть. И как вы считаете, у меня вопрос, там, обмененный там Красиковой, там, 3-10, с русскими будут договариваться, 3-10, я в этом не уверен, во-первых. И во-вторых, как вы считаете, если самая главная часть в любом обществе, в любом государстве этого общества являются дети, если фактически Россию КГБ обвиняют в убийстве американских детей на протяжении 30 лет, которые уже массово просто взлетели, про бостонский теракт. Вы знаете, что после 11 сентября Америка вторглась в Афганистан, в Ирак, Ближний Восток, и 20 лет там провела колоссальные там затраты, вела войны. И теперь она говорит, что за этим стоит вот это антикультистское вот это движение, которое расположено, основной их офис, основная их дислокация находится в России. Как вы думаете, им простят это? Не простят. Никогда им этого не простят. И еще очень красной чертой про этому фильму проходится о том, что, причем очень комплементарно в отношении мусульман этот фильм говорит, и в этом фильме они рассказывают, что главной угрозой вот этого антикультистского движения он представляет для мусульман в этом случае. И план их довести в Америке ситуацию до гражданской войны, в Европе, Евросоюзе довести до гражданской войны, и одновременно с этим, чтобы мусульмане, будь то, может быть, это речь об Иране, там страны не называются, может, это какие-нибудь террористические организации вроде ИГИЛ, там МИГИЛ, еще кого-то, Хамасы, Мамасы и все остальные, что
они нанесут ядерный удар по западным странам, вот эти мусульманские страны нанесут ядерный удар по мусульманским странам, а мы знаем, у мусульман нет ядерного оружия, если Россия их не даст, ну, кроме Пакистана. Больше ни у кого нет ядерного из мусульманских стран. Ну, преимущественно населенных, это не мусульманские страны, преимущественно населенные мусульманами странах. И, конечно же, они там говорят, ответ будет однозначно намного мощнее, потому что у Запада атомного оружия намного больше. И в итоге, обменявшись ударами, может быть, уже здесь, в Европе, есть вот эти атомные заряды, которые Россия уже разместила и в любой момент взорвет. И потом все это возьмет на себя какой-нибудь Ибн Ахмад, Махмуд там какой-нибудь там, который скажет, это мы. И в итоге мы, западная цивилизация и мусульманская цивилизация, обменяются ядерными ударами, понесут колоссальные потери, а вот эти страны, такие как Россия, Северная Корея, Китай и, возможно, Иран, они будут не пострадавшими и как бы будут стоять над схваткой, пока мы будем зализывать раны, друг друга там обвинять в чем-то после того, как там мусульмане нанесут удар по западным городам, ну, мусульмане, условно мы говорим, потому что там могут быть разные национальности люди. В итоге получится, что между нами будет война. Сейчас на Америку, на западные страны мусульмане обозленные. Америка последние 20 лет вела войну в мусульманских странах. И сейчас война идет против Израиля. И это тоже как бы высказывается, что в итоге может получиться так, что мы можем оказаться в ситуации, когда, ну, что мы между собой воюем. Ну, в этом фильме говорится, что если бы мы не разоблачили бы их планы, то это произошло бы. То, скорее всего, этого не произойдет, но вероятность того, что Россия готовит, КГБ СССР готовит еще большие провокации, да, и то, что сейчас Ираном, там они сейчас пытаются, может быть, Ирану передадут ядерное оружие, фактически Иран будет жертвой, которую просто раздербанят, если она применит и получит от России ядерное оружие и применит это ядерное оружие. Потому что ответка прилетит молниеносно, молниеносно. Ну, вот такие вот вещи, это просто очень интересно, вам всем это нужно посмотреть и понять. И можно будет после этого уже исходить. В следующем нашем стриме можно будет уже более предметно, скажем так, общаться. Так, друзья, сколько мы в эфире? 80 минут. Почему так мало дела? Так, сам является реакционной сектой, активно, РПЦ сам является сектой, активно поддерживает войну против Украины, ЧРИ Грузии, и эта секта называется КГБ ФСБ. А патриарх Гундяй, КГБшник, долой Российскую империю. Абсолютно там. Ливан, знаешь, с детства я слышал такую вещь, что что мусульмане, христиане и иудеи объединятся в один кулак против абсолютного зла на этой земле. Я это слышал, наверное, лет 30 назад еще, если не больше. И, по всей видимости, наступает это время, и нам нужно воспользоваться этим моментом и укрепить наши отношения, потому что нас искусственно разделяли. Искусственно нас разделяли и продолжают разделять. Либо мы осознаем, что нас искусственно разделяют, специально разделяют, либо мы не осознаем и полетим в тартарары. Как-то так, да.
э, до того вы не понимаете, наверное, некоторые вещи, такие вещи вы говорите, пишете, мне иногда бывает непонятно, что он говорит. Вопрос. Вот ты представляешь Ичкерию, при этом поддерживаешь те страны, которые поддерживают страну Израиль и Цехал. Как так получается? Мухаммад Биноев. Мухаммад Биноев, ты за Россию, да, я так понимаю? У тебя нет ни морального права мне вообще вопрос задавать. О чем ты говоришь? Валейкум ассалам, мастер. Салам, маршал БМВ. Шалом, модный доктор. В смысле, прими тебя? Куда принять? А как ты считаешь, что показал Запад нам, ичкерийцам, с этим обменом, отдав Красикова Путину? Ну, я уже говорил, Билал, у меня в Ютубе есть запись, ты можешь посмотреть. Я уже это обсудил. Прими всех, кто. Принимаю тебя. Ты принят, Леон. Люди никогда не поймут, что пропаганда на почве религии кому-то очень выгодна. Да, модный доктор, я тут читал одно выражение, даже выкладывал его, что обманутого человека проще еще раз обмануть, чем сказать ему, что он долгое время обманывался. И эти вещи, к большому сожалению, очень сильно въедаются в мозг человека, и очень трудно его в этом переубедить. Ну, что ж. Ассаламу алейкум. Вопрос, вы за свободную Ичкерию? Валейкум ассалам, тюрк. Конечно, я за свободную Ичкерию. Только свободная Ичкерия даст нам возможность жить свободно. Нохчи вэцо, хумох, вэйчул дик бала. Нохч схилевиш, мауга. Со нохч смау калиматов. Хауй гаск штвеллага. Со нохч смау. Деру сам нохч. Савинул қа бай эзарг нохч, чирию шуксо. И дитца далитгяч, қайқ дия шуксо, чирига узқисагава вац дац. Қайқ дия шуксо. Ашу غاسخشن دوخة ده شاوين والقبعي إزر نوخشي ويتساوين غاسخشن بوغ دي что шо. Соцунах целоуз, аж бях мобилаш. Я решил поплыть по другому течению, да. Боже, храни Америку и F-35. Да.
Так, русских как ни наряжай, они остались лапотниками. Для них сворованный унитаз есть вершина невиданной ими цивилизации. Марина Исаева, Марин Машёгель. Так, так, так. Рассказывать Абол ночи Хирбу, но точно не все. Конечно, точно не все, Калиматов. Конечно. 90% нет, да, некоторые пребывают под пропагандой, Запад, мир оставили нас один на один с фашистской русней, да. А, Поэтому так сложилось, да. Ну, конечно же, нет. Я не понимаю. Я не поняла. Ты сказал, что Россия разместила свои ракеты в Европе. Как это возможно? Я не сказал, что она разместила. Я сказал, что она ядерные заряды вполне могла уже разместить у себя здесь где-то там на конспиративных там своих посольствах, квартирах и так далее, и так далее. Вполне возможно. И не только ядерное, просто ядерное, я когда говорю, ну, я обобщаю, речь может идти о биологическом, химическом, бактериологическом оружии, которое также может убить миллионы людей и привести в панику и коллапс любую страну или хотя бы на время. Привет, Асан, рад видеть. Долго ты не был. Да, почти 2 недели отдыхал. А почему трансляция не в ТикТок? ТикТок тоже идет трансляция. В Ютуб и ТикТок идет. Так. Ну, я думаю, ну, вы за Украину. Как вы думаете? Вистрил, мастер, вистрил. Asna вистрил это то. Дер хулит вистрил. Moi, كور حد اللي moi توغ شو يستغل مجردون. دات. Ассаламу алейкум, санночи, бусал, ваш ассаламу алейкум, салам. Вы где живете? Я в Германии живу, город Гамбург. Принятию, ну ко, знам алейк, уже самый что принятию на гуко. Аса. Хирмаш матис нахам, бо Украина будет вперед. Цахимия, цабомбият. Сокиш мавац. Джончик. Едет Украина, ночи вацо. Вот это ночи. Ripirban خليه Ripirban عميل تغيل أخدوت Ripirban الدنيا عند عشاوي كتير حجوش موت Ripirban
John Johnson. Oslan yazdıra işte Цавая шерхи дуа лилештег, да? Подчеркивает даже. Соце Oslan ya huşa Oslan bu yazdır. Ну, молодец. Кида он дати şu yazdır bir. Так. Здравствуйте, много ли в Германии китайских машин? Я не видел. Ну, может, по-моему, видел. Одну, может, видел. Так. Ваш мачо и разбавляет. Молодец, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Да, Курскую границу Курской области Украина прорвала. Воины путинские, русские воины, да, русские офицеры Абти-Алаудинов и другие сейчас их ищут, правда, днем ищут, с огнем ищут, даже с фонариками, но пока их найти не могут. Но такие вот, оказывается, русские воины, русские генералы, русские офицеры. Не обижайтесь на меня, я всего лишь говорю правду. Да, за правду бьют, за правду убивают, всегда в истории было. И она вам неприятна, но если вы меня послушались бы в самом начале, было бы намного вам легче, но вы не слушались меня, вы надеялись, что вы там за 3 дня Киев возьмете, там пойдете дальше и так далее, и так далее. Но, к сожалению, вашему ничего не получается, поэтому поверьте просто, что русская армия самая быстрая армия, да, на Брэдли, Хаммерсах, танках и даже дроны, которые развивают там несколько сот километров в час скорость, не могли догнать там Абти-Алаудинова и других русских воинов, русских офицеров и генералов, которые драпу такого дали. Не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. И мы вас предупреждали, поэтому приготовьтесь. К вам идет великая освободительная украинская армия. Слава ЗСУ, слава Украине. Тебя найдут. Говорит, что меня находить? Я тут сижу, холод. Я тут. Почему меня найдут? Так. Ахмат за памперсами поехал. Да. Лапти Алаудина теперь вроде вагнеровцами командует. Нет, знаете, вот эта ситуация по поводу вот вагнеровцев, что они там кадыровцев не существует. Вагнеровцев уже не существует, понимаете? В том понимании, в котором были они при Уткине и Пригожине, они уже не существуют. Они их попользовались и все, их расформировали. Потому что все санкции, весь мир, вся Америка против вот этих вагнеровцев были, и все их расформировали. Но очень удачно, сказали, присоединили к кадыровцам, к чеченцам и так далее. Это было, чтобы удобно потом сказать, ну вот смотрите, это вагнеровцы, это кадыровцы и так далее, и так далее. А кадыровцы, они играют роль не столько вояк, сколько вот они изображают вот, громоотвод, на которого будет русский по своей привычке, традиции, русской традиции, переводить стрелки на кого будут. Именно этим занимается украинский так называемый журналист Золкин и другие деятели. И мы постоянно пытаемся об этом подчеркивать и говорить, смотрите, эти люди хотят с русских вины переложить на там бурятов, чеченцев и всех остальных и так далее, и так далее. Поэтому ничего, мы должны не поддаваться на эти разные вбросы и понимать, что война идет, это русский империализм, русское КГБ,
ведет войну русскими офицерами, русскими солдатами, не любой национальности, против свободной Украины. Потому что им нужна украинская история. Они хотят создать от Лиссабона до Владивостока монархию. Монархию хотят. Феодализм. Привет, Чистока. Как-то так, да. Если ты мужчина, приезжай в Россию, я не говорю Чечне, просто ты мужчина, границы РФ, говорит, борец, говорит мне. Борец. Ну, если ты мужчина, то ты приедь в Германию, Гамбург, что, какие вопросы? Или если ты мужчина, то сюда виза нужна, таким, как ты, наверное, ее не дадут. Ну, доедь до Киева, тоже там ты можешь быстренько границу без визы пересечь. Ну, что ты мне, если ты мужчина. Хочешь проверить? Спроси у своей подружки, мужчина я или нет. Она тебе расскажет. Да. Мы с ней недавно общались. Да. Путину повезло с рабами. Украину не может победить. Да, со своими рабами Путину повезло, а вот украинцы не оказались рабами. Увы и ах. Да. Русские бабы антилюля. Антилюля. Русские бабы нарожать новое, если не кончится. Почему у вас в голове возникает, вот, объясните мне, вы говорите антикадыров, антилюля. Почему вы себя так низко цените, скажите мне? Ладно, по заданию, если там кто-то работает, типа Тумсо Абдурахмана, Хасана Халитова, других, третьих, которые обсуждают чисто Кадырова. Понятно, они на задании, они за это деньги получают. Если вы деньги не получаете, зачем вы себя, чеченцы, генералы, которые там, герои, которые Дудаев восхищался каждым из вас и себя считал первым генералом, почему вы себя опускаете на уровень какого-то коллаборанта? Почему не анти-ФСБ ты пишешь, не анти-Русня ты пишешь, не анти-империя российская ты не пишешь, а пишешь анти-люля? Неужели у вас не хватает понимания того, либо вы реально уровня Кадырова себя считаете? Это не так, уважаемые. Смотрите, сидят в Украине, например, там Зеленский сидит, там, я не знаю, Сырские, там другие, просто блогеры сидят какие-нибудь, там, патриоты сидят. И они говорят не про Путина, а говорят про Пушилина в ДНР. Задумайтесь просто, на каком уровне вы себя ставите, когда вы себя даете опустить. Все прекрасно понимаю. И понимая ты это делаешь, значит, да? Все прекрасно понимая, ты сам себя опускаешь до уровня предателя. Понятно. Если вы сами себя опускаете до уровня Кадырова и не боретесь против ФСБ, ГРУ, там, Лубянки, Кремля, то вы вредите чеченскому государству и чеченскому обществу, потому что мы все видим, что нас хотят представить оппозицией, нас представить хотят оппозицией. Здесь на Западе нас хотят представить оппозицией. И вы этому способствуете. Понимаете? Вы можете представить, как вас опускают? Меня нет, я не даю себя. Я тоже тогда Кадыров, Мудыров, там тоже. Потом мне одна женщина сказала, в Facebook она мне написала, говорит, Асан, когда смотришь со стороны, такое впечатление, что внутричеченский конфликт идет, и что вы только одного Кадырова. А как же Россия? И эти простые вещи для меня сразу же приобрели понимание, как это так.
Ведь Кадыров это всего лишь одна только голова гидры. Там есть ГРУ, там есть ФСБ, есть люди, такие как Апти Алаудинов, которые ненавидят Кадырова. Ну, каждый раз говорят Ахмад Силас там и так далее, путь Ахмада Хаджи и так далее. Понимаете? Вот такие вот ситуации. А почему вот этот, когда я ему объяснил, он это все понимает, и он говорит, а почему ты не говоришь о тех, кто за Путиным стоит? Может, ты себя тоже опускаешь на уровень Путина, говорит. Понимаете? А ты мне скажи тогда, антилюля, кто стоит за Путиным? Кто стоит? Я называю Патрушева, террористическое образование КГБ СССР. Ты мне хочешь сказать, там стоят евреи, наверное, или американцы, ты мне скажешь, или евреи стоят, скажешь. Я скажу, что ты наглый лжец, потому что твоя задача сделать так, чтобы спасти Россию, и только лишь ограничиться, сдвинуть Кадырова. Вы хотите это сделать. Я вас давно раскусил и давно веду против этого работу. Я хочу объяснить своему чеченскому народу, что у них самих не хватает мужества сразиться с Кадыровым. Им нужен чеченский народ для этого. Они хотят использовать вас, чеченцев, нас, чеченцев, борьбы против Кадырова. Но использовать нас будут те, кто за ГРУ и за ФСБ. Понимаете, что они хотят сделать? А нас это не интересует. Это все одна вот эта клоака, и вы там занимаетесь как хотите между собой. Вы для нас все Кадыровы, антикадыровы, российские. Вы все для нас пророссийские. Понимаете? Вот эти вещи, когда пытаются, кто стоит? Кто стоит? Интервью, ты же знаешь, как Путин дали разрешение начать войну с США. Антилюля, не, ты сейчас рассказываешь немножко сказки, да? Я с тобой не начал общаться, я твой комментарий прочитал, и когда захочу, прекращу. Поэтому ты свои эти трюки, да, что я должен на тебя обращать внимание, ты оставь при себе, да. Ты антилюля, твой уровень Кадыров, а мой уровень другой, поэтому ты можешь покинуть, да. И вообще я вот эту тебя антилюля, как ГБшного сторонника, я тебя подвину, да. Так. В смысле зря? Джон Джонсон, давай я тебя тоже тогда. Ну ладно, пока тебя оставлю. Зря ты ударил, говорит. Антилюля, зашли мне еще рассказывают, там американцы стоят. Да, конечно, американцы стоят. Конечно, все виноваты, все кафиры виноваты, весь мир виноват, кроме Лубянки и Кремля. Вот у вас такая логика, да? Молодцы, Дион. Вы таким образом пытаетесь наш чеченский народ использовать для захвата власти. Мне власть не нужна. Мне нужно, чтобы наш чеченский народ не использовали. Поэтому у нас разные цели. Да? Друзья, я на этом свой стрим закончу. Завтра, я думаю, на чеченском языке обязательно постараюсь, по крайней мере, потому что завтра много дел. Постараюсь завтра стрим провести на чеченском языке. Все будет Ичкерия. Ади кюэль маш оэль. Всего хорошего. До свидания, друзья.